Эта трансформаторная подстанция запитывает электрическим током больше 2 десятков жилых домов. В некоторых многоэтажках установлены собственные котельные. Если подача электричества надолго прекратится, люди могут замерзнуть в своих квартирах. Такого наши энергетики, конечно, не допустят. Инженерные осмотры линий электропередачи, ремонт оборудования подстанций, актуализация перечня опасных мест и устранение дефектов. К зиме у нас на севере готовятся. Протяжка, зачистка всех болтовых соединений, проверка на нагревы. В случае определения каких-либо дефектов дополнительных будут устраняться незамедлительно. Для того, чтобы поддерживать оборудование в рабочеспособном состоянии для предотвращения аварийных ситуаций. За лето специалисты проводят ревизию всех трансформаторных подстанций, электроэнергия с которых поступает на объекты, обеспечивающие людей теплом, газом и водой. Мы с вами находимся на трассе линии 110 кВт Сыктывкар-Восточная. По этой линии питается центральная часть города Сыктывкара, местечко Лесозавод и прилегающая территория столицы Республики Коми. Падение деревьев, касание ветками проводов – это возможные причины обрывов и отключений на линиях. А потому расчистка – обязательный пункт подготовки к осенне-зимнему периоду. Здесь работает спецтехника «Мульчер» для измельчения древесины. За час машина делает объем работы бригады из 6 человек за смену. На выходе щепа, безопасная в плане пожаров и замедляющая рост кустарников. Программа технического обслуживания и ремонта обойдется компании в немалую сумму – 815 миллионов рублей. Это ремонт 83 километров линий электропередачи различных классов напряжений. Это ремонт подстанционного оборудования, более 100 трансформаторных подстанций, ремонт автомобильной техники, спецтехники, ремонт зданий и сооружений. Хотел бы здесь отметить еще одну вещь. Потребность в расчистках у нас достаточно большая, больше, чем 1115 гектаров. В Каркиросском районе уже готова к зимней эксплуатации треть теплосетей, половина канализационных и водопроводных. В Сторожевске установлена водоочистная станция. В планах еще 4 в разных населенных пунктах. В самом райцентре уже завершились гидравлические испытания теплосетей. После ремонта местная котельная будет работать не только эффективно, но и экономично. Котельная в Каркиросе единая, она отапливает весь Каркирос. Котельная мощностью 20 гигакалорий в час, 2 котла КВГМ-10, работающие на мазуте, паровые котлы для собственных нужд, 2 штуки. Сейчас производится капитальный ремонт 2 котлов КВГМ, выполняет подрядная организация СБИСКа. Работы закончатся 1 августа. Теплоэлектростанцию в Инте обновят почти на 500 миллиарда рублей. Это ремонт и реконструкция оборудования, коммуникаций, строительство блочно-модульной котельной. В Иркуте близится к завершению перевод ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. Среди крупных проектов в Заполярье – техническое перевооружение магистральных сетей, капитальный ремонт турбин. План работы в Сыктывкаре – подготовка 16 котельных, ремонт котлов, перекладка сетей. В ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду мы планируем переложить более 4 километров тепловых сетей. Из них более половины мы уже выполнили. Кроме того, проводятся испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Выявленные дефекты устраняются. Вот как раз в этом месте мы наблюдаем производство работы по устранению дефектов трубопровода. Персонал проходит обучение и проверку знаний, участвует в совместных с ресурсоснабжающими организациями противоаварийных тренировках. Синхронизирована работа с дорожниками. Сначала замена и ремонт трубопроводов, потом обновление асфальтовых покрытий. Закончена перекладка 7 участков тепловых сетей под автомобильными дорогами по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, это участки по улице Юхнина, улица Западная, улица Ленина и Сарвачева. Отдельный акцент на подготовку газового хозяйства. За прошлый год увеличилось количество сбоев в системах внутридомового газоснабжения. Причина – самовольное подключение оборудования. В результате несколько домов республики были полностью отключены от газа на несколько недель.
Хотелось бы озвучить еще раз и про проверку домовых вентиляционных каналов. Это необходимо проводить в соответствии с требованиями тех же самых правил. Они также регламентируются в обязательном проверке, эти проверки. И ответственность за проведение таких проверок домовых вентиляционных каналов возложена на многоквартирных домах на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, жилищно-эксплуатационные организации в целом. А в частных домовладениях это на собственников жилья. Всю работу координирует межведомственный штаб при Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов. Контроль еженедельный. В соответствии с комплексным планом должно быть подготовлено более 380 котельных, более 2000 километров тепловых сетей, более 2500 километров водопроводных сетей. Наиболее сложные ветхие участки инженерных сетей подлежат замене. На сегодняшний день уже проведены все необходимые испытания, ведутся соответствующие ремонты. Кроме того, важно, чтобы к началу отопительного периода на всех котельных, на электрических станциях был подготовлен нужный запас топлива. И сегодня такие запасы формируются, в том числе в тех населенных пунктах с трудной доступностью. Жилищный фонд должен быть полностью готов к 15 сентября. Ресурсоснабжающие организации к концу октября, а муниципальное образование к середине ноября. Итоговой положительной оценкой станет получение паспортов готовности и безаварийный отопительный сезон. Ольга Коняева, Иван Богомолов, Олег Костромин, Олег Юшков, телеканал Юрган.